Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Жаксылык, и сегодня мы записываем первый выпуск нашей программы Green Talks. В гостях у нас сегодня директор департамента развития возобновляемых источников энергии Министерства энергетики Республики Казахстан Абай Құланбай и эксперт проекта по ВИЭ, программы развития ООН в Казахстане Ерлан Дайырбеков. Недавно министр энергетики в своем выступлении сказал, что по итогам 2021 года 4,2 миллиарда киловатт-час электроэнергии выработано объектами ВИЭ. Это, в принципе, почти 3,6, даже 3,7% от общего энергобаланса. Это ключевое достижение, да, так скажем, отрасли. В 2020 году, в принципе, показатель 3% отрасли выполнила, поэтому... Абай, коротко расскажите, пожалуйста, о ключевых достижениях, да, отрасли за последние 5-6 лет. Қайырлы күн, Жақсылық. С момента принятия закона, как вы сказали, с 2009 года 20 раз меняли. 20 раз это все были направлены на усовершенствование законодательства с учетом мировых практик. И первые проекты у нас появились с 2014 года. Вот с этого момента в секторе ВИЭ мы генерацию увеличивали порядка 8 раз. Если в 2014 году у нас была установлена мощность объекта ВИЭ 170 мегаватт, на текущий момент у нас в генерации существует уже 137 объектов с суммарной мощностью свыше 2000 мегаватт. В рамках вот этих реализаций проектов мы создали свыше 10 тысяч временных рабочих мест и 2000 постоянных рабочих мест. Они все, в принципе, сейчас работают, и сейчас у нас все вузы технические, у них есть тоже в своем учебном программах уже функционируют специальности, узкие специальности по возобновляемой энергетике, по релейной защите. И, в принципе, тенденция уже начался, и дальше мы готовы развивать данный сектор, учитывая экологическую повестку не только у нас, и во всем мире. И в рамках этого на текущий момент от общей генерации, как вы правильно сказали, 4,5 миллиарда киловатт-час, это как раз-таки зеленая энергетика. И в рамках реализации этих всех проектов в экономику страны было привлечено порядка 1 триллиона тенге инвестиций. И все эти инвестиции за счет собственных и заемных средств инвесторов, без привлечения бюджетных средств. Если мы говорим о том, что этих то есть бюджетных прямых вливаний нет, это все средства инвесторов и так далее, да? Для крупных проектов создавалась определенная инфраструктура, да, будем говорить, очень много систем поддержки. Но я хотел вопрос Ерлану задать. Как вообще идет развитие? То есть, кроме крупного, у нас есть сектор маломасштабного ВИЭ, да, так называемый ВИЭ малой мощности, до 5 киловатт, да, или до 10 киловатт, которые, в принципе, в зарубежных странах очень активно используются, но в Казахстане, к сожалению, какого-то широкого применения не получили. Да, добрый день, Жаксылык. Добрый день, уважаемые слушатели. Достаточно интересный вопрос на самом деле. Почему? Потому что мы видим в силу своей специфики работы, да, совместно с Министерством энергетики, мы сейчас работаем как раз-таки над рекомендациями по улучшению законодательства в части стимулирования как раз-таки так называемых маломасштабных объектов ВИЭ. Это те объекты ВИЭ, которые ставят домохозяйства у себя на крышах домов, допустим. Вы, наверное, все видели, допустим, где-то в Турции, отдыхая, на крышах домов все стоят солнечные коллектора, допустим, да, или солнечные панели. Эти технологии, на самом деле, они интересны и для Казахстана в том числе. Но, в частности, можно сказать, что сейчас в свете принятого нового энергобаланса до 1935 года в общем объеме энергосистемы порядка 8,5 гигаватт мощностей должно быть установлено, да, объектов ВИЭ. Это 8,5 тысяч мегаватт. Это достаточно большая цифра, большая мощность, из которых, в принципе, потенциально мы видим, что можно 2000 мегаватт разместить, скажем так, этих маленьких объектов ВИЭ. Да, это домохозяйство, это малый и средний бизнес, это государственные учреждения, например, школы. Да, сейчас мы буквально недавно закончили небольшой проект, где разместили прямо в школе, в средней обычной школе разместили станцию мощностью 50 киловатт, сетевая станция. В принципе, здесь можно отметить два больших плюса. Во-первых, это снижение энергопотребления, энергосбережение, да, так называемое. А второй большой плюс – это на самом деле уроки для детей, для школьников, да, потому что это как наглядное пособие.
Мы прям сразу там же сделали модуль, обучающий модуль для детей, учащихся в данной школе. И дети просто подходили, трогали эту панель руками. На самом деле им было интересно, что это такое. Потому что они, в принципе, читали, да, об этом в книжке, а когда это все стало у них во дворе, они просто подошли и начали трогать. Там, спрашивали, током там не ударит она там, а как, допустим, там, когда там дождь пойдет и так далее. Вот такие интересные были вопросы. Поэтому здесь большой потенциал, на самом деле, мы видим. Вот, кстати, Абай, хотел вот спросить. Вот с конца прошлого года у нас есть определенный дефицит, да, в вечерние часы он чуть ли не там 1,3 гигаватт достигает, 1300 мегаватт, да, достигает. Там, в мае прошлого года у главы государства совещание было, в марте в этом году у главы государства совещание было. И вот последний прогноз, энергобаланс, да, который составлен до 1935 года, говорит о том, что нужно ввести в строй там, чуть ли не новых там, 17,5 гигаватт новых мощностей. Понятно, что планируется там 2,4 гигаватт за счет АЭС построить, там 6,5 за счет традиционной генерации, но вот 8,5 гигаватта это как бы серьезный на самом деле, там чуть ли не 25% от общей структуры баланса, да, будем говорить. Там, половина мощности, которая должна быть внедрена, это объекты ВИИ. При том, что там интересно распределили. 1 гигаватт это солнечная генерация, там 5,5 ветряная генерация и там порядка 2 гигаватт это гидрогенерация. Вот у меня как бы в этой связи вопрос вообще это... Учитывая, что за 13 лет мы построили всего 2 гигаватта, да, то есть в перспективе за 13 лет мы сможем как бы 8,5 гигаватт построить, да, то есть это какие-то реальные планы, да, и почему, и второй вопрос, почему акцент на ветер все-таки сделали? Бұның біршама себептері бар ғой. Этот энергетический баланс қабылданды. Ол бойынша сіз айтқандай 8,5 гигаватт, оның ішіне основной жаңағы жел электростанциясын алдық 5,5 гигаватт. Бұны былай қарау керек бізде. Ең бірінші қандай да болсын жаңартылатын энергия көздерін дамытпас бұрын бірінші әлеуетіне қараймыз, потенциалына. Потенциал бойынша именно ветровой біздің жел потенциалымыз дүние жүзінде біз топ 10-ға кіреміз потенциал бойынша. Яғни жылына егер бүкіл жобаларды іске асыратын болсақ, жылына 920 миллиард киловатт сағатта. Қазір есептеңіз, біз 108 миллиард өзіміз өндіріп отырмыз, в целом и традиционный, и жаңағы ВИА қосқа. 920-ны біз желмен ала аламыз. Екіншіден, бізде жаңағы оңтүстік аймақтарда, жаңағы шығыста су әлеуеттері бар, жаңағы гидропотенциалдар. Сол жақта технически жаңағы мүмкін әлеуеті 662 миллиард киловатт сағатты құрайды. И осы шешімді қабылдар алдында ең бірінші потенциалға қарадық әлеуетке. Екіншісінен, егер күн сәулесіне келетін болсақ, күн сәулесі басқа жаңағы жел суға салыстырған кезде бұл күндіз ғана жұмыс істейді, күн бар кезде кешке қарай выработка болмайды. Сондықтан да қазіргі біздің 70% бүкіл генерацияның жаңағы көмір станциялар алып жатқаннан кейін, оларды жаңағыдай маневрлеу үшін, жаңағы не только угольный станцияларды, и біздің ВИАНды маневрлеу үшін бізге қосымша жаңағыдай қуаттар қажет болады. Бұл қуаттар жаңағы сіз айтқандағыдай атом электростанциясы жабылады, жаңағы газ генерациялары қазіргі Алматыда, Астанадағы станцияларды газға ауыстыру бойынша. Және де болашақ жаңағы жел энергетикасы мен су энергетикасы. И осыған байланысты осы мощностьті жаңағы қуатты бөлген кезде осыған бірден бір назар аударылды осының себебінен. Ал күннің өзін қазір қарайтын болсақ, бізде генерацияда уже 1 гигаватт күн станциялар жұмыс жасап тұр. Тағы да 1 гигаватт қосатын болсақ, біздің жаңағы бүкіл генерацияның баланс жасау сенімділігі төмендейді, соның арқасында жаңағыдай дисбаланстар болады. Ал осы себептен бұлардың бәрін біз болашақта дамыта отырып, жаңағыдай параллельно система накопления электроэнергии, яғни жинақтаушы энергия, аккумуляторный батарея сондайлармен бірге іске асыратын боламыз. Ал егер жалпы келетін болсақ, 8,5 гигаватты біз қазір бізде жаңағы бірыңғай сатып алушы бар, расчетный финансовый центр. Сода 1200 мегаватт қол қойылған шарттар бар бізде. Одан бөлек қазір біз стратегиялық мемлекетке мүддесіне жаңағы экономикалық тұрғыдан пайда бере алатын стратегиялық компаниялар бар, солармен қазір іске асырып жатырмыз. Одан бөлек аукциондар жылда өткізетін боламыз 500-600 мың мегаваттқа. Ол қазіргі таңда біз жаңағы USAID программасы бар, сонымен және де жүйелік оператор Кегокпен бірге бүкіл Қазақстан бойынша региональный зона, яғни именно жаңағыдай жел, күн электроэнергиясын және су электроэнергияларын
бірге іске асырып, бір-бірін маневрлерін жабатын, балансқа келетін қылып іске асырайын деп жатырмыз да. И соның арқасында осы 8,5 гигаватты алдағы жаңағы 13 жылда іске асыратын боламыз. И оған біздегі жаңағы мемлекет тарапынан болсын, жаңағы заңнамалық тараптан болса, барлық жағынан қай тарапта алмасақ та, қай уровеньде алмасақ та бәрінде түсінік бар. И инвесторларды осы салаларға тарту үшін бірігіп жұмыс жасайтын боламыз. И қорытындысы бойынша осы 8,5 гигаватты мерзімінен ертеде іске асыруымызға болады. Түсінікті. Бірақтан осы қазір айтып жатырық қой, 8,5 гигаватт деп жатырық. Қазіргі осы шамамен қазіргі уақытқа алған кезде 1 мегаватт соғу, күннің мысалы желдің станциясын соғу қанша ақша болып отыр? Шамалмен. Шамамен алғанда бізде жалпы дүние жүзінде ИРЭНА деген ұйым бар, ассоциацияда, именно жаңартылатын энергия көздері бойынша. Соның есебі бойынша қазіргі таңда 1 мегаватт күн электр станциясын салу ол 600 мың мен 700 мың доллардың арасында тұрады. Жел электр станциялары 1 миллион мен 1,5 миллион доллардың арасында тұрады 1 мегаватт. Суды алатын болсақ, судың ол түрлі бөлінеді, су станциялары, жаңағыдай деривационный, плотинный, гидроаккумулирующий деген сияқты. Соларға байланысты олардың бағалары 1 миллион мен 2 миллион арасында тұрады. Жалпы 1 мегаваттқа құны. У вас в программе развития ООН есть проект, который там стимулирует малые ВИЭ. Вот расскажите об этом проекте, тоже опять же коротко, чтобы какое-то понимание сложилось о системе, да, механизме, как это именно с точки зрения малых ВИЭ. Да, вот здесь как раз в дополнение к сказанному Абаем, что тот проект, тот энергобаланс, который принят уже, да, и те мощности, которые есть по солнечным станциям, их как раз таки можно сделать распределенной генерацией, так называем, да. Это тот объем, который очень может быть спокойно абсорбирован, да, домохозяйствами тем же самым, плюс малым средним бизнесом. При этом энергосистема со стороны, на самом деле, если это все будет равномерно распределено, плюс-минус, да, по географическим зонам, она на самом деле не потребует какой-то большей потребности в маневренных источниках, допустим, газовых станций, да, или там крупных гидростанций. Поэтому с этой точки зрения можно, на наш взгляд, опять же, посмотреть очень внимательно и сделать некую программу, допустим, по тем же самым школам, да, вот как идейно. У нас есть порядка 7 тысяч школ существует в Казахстане, там из них большая часть, процентов, по-моему, 95 это государственные школы, да, 90, может быть, да, процентов. И вот эти все школы можно потенциально оснастить средними, так называемыми, или маленькими станциями солнечными, да, там мощностью 30-50 киловатт. В рамках страны это будет там всего 300 мегаватт, на самом деле, но это будет распределено по всей стране равномерно. И плюс выработка составит там чуть больше там 1,5 миллиарда киловатт-часов. Да? Это как раз-таки это позволит, опять же, достичь этой цифры 8,5 гигаватт, точнее, да, до 2035 года. Плюс, опять же, повторюсь, что это большой потенциал, скрытый, на самом деле, большой потенциал, где можно применять технологии ВИЭ, и где нужно применять, на самом деле, технологии. Потому что мы сейчас видим, мы проводим семинары, обучающие в областных центрах, разговариваем с бизнесом, разговариваем с банками второго уровня. У нас есть программа совместная, которую мы реализуем совместно с фондом ДОМУ, поддержка предпринимательства ДОМУ, да, при участии Министерства энергетики, где мы оказываем, на самом деле, меры поддержки для бизнеса, и мы видим потенциал, большой потенциал. Вопрос распределенной генерации, да, то есть основной акцент вы сделали на распределенной генерации. Вот я не скажу, что это везде используется, да, но, вот, допустим, строительство новых сетей, это обслуживание вот этой соответствующей инфраструктуры для отдаленных населенных пунктов, иногда на самом деле, я не знаю, как бы есть экспертное мнение, что оно иногда дороже обходится, чем перевести данный объект, конечно, если это не крупный объект, да, там небольшие поселения, да, или там какие-то сельхозного значения объекты, перевести полностью на возобновляемые источники энергии. Вот по этому вопросу что можете сказать? На самом деле так и есть. У нас есть кейсы, когда мы смотрели электроснабжение отдельных поселков. Это отдельный район, вот Западная Казахстанская область, да, там есть районы, которые запитываются от соседней страны, да, от Российской Федерации. Они вообще не имеют никакой связи с энергосистемой Казахстана. Так получилось исторически, да, так построили в советское время еще.
Вот. И есть, на самом деле, эти поселки можно потихоньку переводить на альтернативные источники энергии, в том числе на солнечные панели, на коллектора те же самые и так далее. Да? Ветровые генераторы мы поставим, потому что они находятся в степи, в принципе, возле них можно поставить ветровые генераторы, допустим. Да? И потихонечку их там делать, скажем так, автономными. Есть у нас, ну, в силу географических особенностей, есть так называемые региональные электросетевые компании, да, которые обслуживают там поселки, где живет очень мало семей, но при этом они находятся удаленно, допустим, от районных центров или от областных центров, да, при этом надо содержать инфраструктуру всю. Вы правильно заметили, что на самом деле инфраструктура, которая тянется, ну, обычные провода, ЛЭП, да, которые тянутся на десятки километров. Это надо все обслуживать, на самом деле это получается очень дорого, да, обслуживание. И здесь надо просто садиться и считать экономику, да, что в принципе потенциально можно отойти от, скажем так, центрального электроснабжения, да, и поставить там автономный. Ну, понятно, что автономный источник, он должен быть надежный, да, потому что он не должен отключиться, когда, допустим, солнце не светит. Поэтому там должно быть, это должна быть такая, знаете, некая микрогрид, так называемый, да, или смарт-грид, да, в миниатюре, там, в рамках одного поселка, допустим. Это тоже можно все сделать. Такие кейсы есть, они в мире есть, в принципе. Это все работает, ничего в этом страшного нет, в принципе. В общем, энергобезопасность в первую очередь, а потом уже говорим о правильном. Ну, это должно быть, да, это должно быть все в балансе, чтобы не перегибать, да, там, взять просто и отключить, так тоже нельзя делать, да, потому что в одночасье так не делается, во-первых. Во-вторых, инвестиции все-таки будут большие, но, соответственно, это все переложится там на потребителя конечного, да. Ну, либо там будет какая-то поддержка там, да, от государства. Ну, то есть какой-то подход выработать в правительстве возможно было бы, да, и я не говорю о том какой-то отдельной государственной программе для сельского хозяйства, хотя такая была, да, в свое время по солнечным панелям. Была по обводнению пастбища. Да, по-видимому. Вот у меня как бы вот среди экспертного мнения еще есть такое позиция, да, будем говорить так, что вопросу именно местного содержания на самом деле, к сожалению, там за счет того, что вот вы сами говорили, 20 раз вносили изменения в закон, да, и как бы совершенству нет предела, и я думаю, что все равно сейчас будут вноситься изменения, особенно вот в части маломасштабных ВИЭ, да, возможно. Как вообще позиция у министерства в этом вопросе? Ну, для нас вопрос местного содержания является актуальным, так как сейчас более 90% составляющих всех этих оборудований ВИА завозится из этих дальних, этих ближних зарубежных стран. Это преимущественно там, Китай, Россия, Америка, Западная Европа. Да? В принципе, мы провели небольшой анализ по данному вопросу. Это было еще поручение главы государства, рассмотреть вопрос локализации в сфере энергетики, включая возобновляемой энергетики. И основные наши местное содержание – это в виде вот разработки проекта, монтажные работы, это вспомогательное оборудование, вот эти подстанции, линии. Оно, да, у нас это делается и занимает только 10%. И по итогам анализа, который мы провели и с международными компаниями, и местными этими производителями, и мы пришли к тому, что мы можем делать основные локализацию в Казахстане. Это вот в первую очередь это поэтапно. Вот в первую очередь это металлоконструкции для солнечных панелей. И второй это башню для ветровых станций, там гондолы. Вот эти мы здесь можем собирать и выпускать. И те материалы, которые для них необходимы, у нас в принципе в Казахстане везде производятся. И этот вопрос сейчас прорабатывается в принципе. И переговорили несколькими заводами, которые топ, скажем, да, которые производят эти оборудования. У них в основном сбыт продукции. И они везде говорят, если у вас сбыт продукции ежегодно будет там свыше 2 гигаватта мощностей, тогда мы можем здесь организовать вот эти моменты и там выпускать. И самое последнее пожелание было утвердить аукционных торгов на 2-3 года вперед, чтобы они понимали на 2-3 года вперед, какие мощности в Казахстане будет строиться. Мы, в принципе, с этим сейчас работаем, и то, что мы сейчас предполагаем, первое утверждение графика на 2-3 года вперед, и чтобы и инвесторы понимали, и заводы понимали, что у нас, в принципе, амбициозные цели, колоссальные эти мощности будет, и в рамках этого, возможно, к 2025 году, возможно, какие-то уже заводы будут. Ну вот здесь, если позволите, просто добавить немного.
Абая. На самом деле, да, здесь правильно было отмечено, что нужен гарантированный спрос. Но вот этот гарантированный спрос, вот лично мое мнение, его можно сделать с точки зрения стимулирования домохозяйств тех же самых, да. Если мы говорим, допустим, 1 гигаватт мощностей солнечных станций, да, это могут быть маленькие станции, там 5-10 киловатт, да, их будет просто много. Но это будет гарантированный спрос, да, он может быть гарантирован как на стороне потребителя, да, там будет предоставление субсидий, допустим, со стороны государства. И при этом мы можем тогда, вы правильно подметили, пригласить там крупных каких-то игроков, да, на рынке, которые здесь локализуют производство. На самом деле эта схема, она достаточно рабочая, потому что я ее сам лично видел в Армении. Они точно такую же схему просто сделали, они гарантировали просто спрос на уровне потребителя, домохозяйств, и сделали просто сборочную линию. Здесь никто не говорит, что нужно сделать какие-то переделы. Вы тоже, кстати, правильно говорите, что там есть специфика, да, какие-то страны там специализируются на каких-то там вещах, да, чтобы там специализироваться там глубокую, допустим, переработку, да, но нужны реально объемы большие нужны, иначе мы просто не сможем конкурировать с нашими соседями. Вот, ну и еще момент здесь такой, что у нас производство, в принципе, есть, да, оно такое небольшое, скажем так, на коленке, да, но оно есть. Это производится технологии некоторые, там те же самые коллектора солнечные, тепловые насосы, кстати, собираются. Понятно, что там нету, может быть, стопроцентной, да, там, уровня локализации, потому что комплектующие все равно импортные. Но, тем не менее, это есть потихоньку, это развивается. Но чтобы это развилось, нужно реально поддержать спрос, обеспечить. Ну, то есть инвесторы готовы инвестировать, но им нужен постоянный спрос, да, даже гарантирование на 3 года вперед аукционов, они просто будут видеть объемы, да, на рынке, будем говорить так. Но опять, да, это вот крупные ветряные станции, там, солнечные панели, в принципе, да, там они без разницы, там, крупные, не крупные, они в любом сегменте могут использоваться. Вот если возвращаясь к технологиям, да, у нас есть солнечные панели, у нас есть ветряные станции, там, объекты. Потом вот биогазовые, не биогазовые, а биоустановки, да, а потом вот тепловые насосы. Вот с точки зрения, Ерлан, вот эффективности, вот, или там с точки зрения экономики, может, какие-то комментарии дадите, чтобы понимание было? Ну, вот здесь, на самом деле, надо смотреть несколько вещей, да. Первая вещь – это наличие ресурсов. Ну, понятно, что должно быть солнце. Солнце, в принципе, у нас, слава богу, есть везде в стране, даже на севере страны. Уровень солнечной радиации даже выше, чем, допустим, в средней полосе Европы, да. Такие страны, как Германия, допустим, Франция, у нас на севере выше, чем в Германии, Франции, солнечная радиация. Есть ресурсы, допустим, вот я уже приводил пример, это котельные на биомассе. Ресурсы соломы, у нас 3 зерносеющих региона крупных, да, это Акмольская область, Кустанайская и Северо-Казахстанская область. Ну, еще Восточно-Казахстанская, но там чуть поменьше объем, да. Вот в этих 3 областях, даже 4 пусть, да, областях, можно поставить спокойно и использовать эти котельные на биомассе, потому что там ресурсы, этот ресурс, там, если он доступен, его можно собирать, вот то, что мы видим в Северо-Казахстанской области, да, то, что делается, да, там собирают солому осенью, да, ну, после урожая. Соответственно, эту солому просто сжигают вместо угля. И экономика проектов достаточно хорошая. Эти проекты там окупаются там, до 5 лет. При эксплуатации котла там, более 10 лет, да, там, по-моему, 15 лет он эксплуатируется там, до капремонта. Причем котел достаточно простой. Его можно использовать, и они там, ну, в смысле, они используют там для отопления, ну, школ, там, да, там каких-то объектов социальных и так далее. Вот. У нас есть, на самом деле, большие ресурсы геотермальной энергии, которые до сих пор, кстати, есть много исследований, да, там, научных, там, околонаучных, но они есть, они показывают, что есть ресурсы геотермальные, которые мы не используем до сих пор, да. Ну, вот можно для примера привести Южно-Туркестанскую область. Есть города Шаульдер и Арысь. Эти города находятся прям на источниках геотермальной воды, которая самоизливается, которые были еще исследованы там в советское время. И, в принципе, вот Туркестан, не Туркестан, а Шаульдер, это районный центр Туркестанской области, он практически весь отапливается этой водой, да. То есть там стоят тепловые насосы как раз таки. Вот если есть сырье, которое практически бесплатно, да, и доступно, то там надо смотреть, и можно ставить тепловые насосы те же самые. Можно ставить котельные, опять же, можно ставить солнечный коллектор, можно комбинировать, на самом деле, технологии. Допустим, солнечный коллектор комбинируется достаточно легко и с тепловым насосом, да, потому что это один источник другого получается, они друг друга дополняют, получается. Вот здесь, но это все можно использовать в рамках страны. Где-то больше, где-то меньше. Ну, понятно, что многие, допустим, солнечные панели можно использовать, потому что там солнце больше светит, солнечных дней больше, допустим, да, солнечная радиация выше. Там можно использовать солнечные коллектора, допустим, да, для горячего водоснабжения того же самого. Потому что солнечный коллектор
В летний период он может заместить практически там, до 100%. Понятно, что есть ресурсы, которые позволяют это оценить. Есть доступный солнечный атлас, да, есть ветровой атлас, да, по которому любой желающий может зайти, посмотреть, просто примерно даже посчитать для себя. Есть на самом деле Калькулятор. И калькулятор то же самое есть, да, где можно просто завести, любой желающий может просто завести свое потребление, ему система посчитает примерно, сколько нужно панелей использовать, или там, коллекторов использовать и так далее. Но это, опять же, все для того, чтобы стимулировать маломасштабные виды. Да? Вот, Абай, у меня как бы хотел вернуться к вопросу по большим объектам. Вот недавно в июне, да, в конце июня, и плюс в прошлом году была информация о меморандуме, сейчас информация о соглашении. Министерство энергетики, Самрұқ-Қазына, Казмунайгаз, Тоталь подписали соглашение о реализации крупного проекта в Жамбылской области, там чуть ли не 1 гигаватт, да. Вот этот проект там ожидается, какие-то сроки, есть ясность, потому что там крайне скудная информация. Да, мы с ними подписали 9 июня соглашение о принципах. Это не основное соглашение, это здесь более рабочий документ, который в рамках этого мы дальше будем отрабатывать этот проект. Там предполагается, что гигаватт мощности ветровой станции будет в Жамбылской области, там поселок Мирный, это возле Балхаша, получается. И помимо ветровых станций параллельно будет реализовываться система накопления электроэнергии. Там мощность тоже обсуждается от 200 до 500 мегаватт. Тоже сейчас на стадии обсуждения. Но при реализации этого проекта сейчас создана рабочая группа, в рамках него отрабатываем. И дальнейшая реализация зависит в первую очередь от экономической целесообразности этого проекта. В конечном счете же мы все же потребители же будут платить за электроэнергию. И если сейчас будем прорабатывать, и их цены удовлетворяют Республику Казахстан и потребители, да, одним словом, и будет ниже, чем сейчас у нас тарифная политика там, по ВИА, да, там аукционы проводим в рамках этого, если у них тарифная сетка будет совпадать с нашими целями, тогда мы дальше будем реализовать. Но срок реализации это примерно 26-29 год. Но это опять же ветряная, да? Да, ветряная. Вот я просто смотрел статистику. У нас в Казахстане, вот вы говорили, 137 объектов, установлены мощности ветряных объектов на 40% меньше, чем солнечных. Но при том, что выработка на самом деле у ветряных, я вот цифру не помню, где-то 130 миллионов разница. То есть при малой мощности, то есть при малой установленной мощности ветряные объекты на 135 миллионов киловатт или 130 миллионов киловатт больше выработали. Опять же, да, то есть это опять же говорим о том, что ветряные станции как бы в приоритете у правительства в этом направлении. Здесь просто на самом деле специфика проекта. Солнечную станцию строить быстрее и легче. Ветровую станцию, чтобы построить ветровую станцию промышленного масштаба, да, сначала нужно провести ветроизмерение, ветроизыскание, да, должна стоять ветровая мачта, которая замеряет скорость ветра, там, порывы ветра и так далее, параметры технические в течение года. Да? Потом эти данные анализируются специальным софтом, специальными компаниями, и эти данные берутся банками в качестве финансирования проекта, да, потому что они видят, что, допустим, в течение 10 лет там, или 15 лет выработка гарантированно будет такая-то. Да, там. Соответственно, денежный поток, финансовый поток этого проекта будет такой-то. Да. Я могу там, дать вам, вас профинансировать, допустим. Да. Это делается для этого, на самом деле, для промышленных установок. Вот, поэтому здесь специфика просто реализации проекта на самом деле. И плюс логистика получается. Ну и сама, Кстати, да, я слышал, что логистика ветряных объектов очень сложная, да, и чуть ли не равняется цене самого объекта. Не равняется, но достаточно сложно, потому что, допустим, длина лопасти, да, больше там, до 60 метров доходит, одна лопасть только 60 метров. Соответственно, чтобы ее привести, нужно пройти ряд мероприятий по, допустим, транспортировке лопасти. Нужно получить разрешение специальное. Как минимум дорогу определить, да? Которую пропустить. В некоторых объектах у нас мы получили на практике, некоторые инвесторы строили отдельную дорогу, чтобы привести. Где-то мосты, допустим, не удерживают. Вес большой тоже, на самом деле. Здесь вот еще, если позволите, там буквально добавить несколько слов, что в части больших проектов, вот как, допустим, Тоталь, да, и Казмунайгаз, 1 гигаватт, да, здесь, вот, опять же, на мой взгляд, кажется, можно делать некие энергетические хабы. Ну, допустим, взять, у нас на самом деле есть регионы, да, где там в перспективе практически никакой деятельности уже не будет, ну, там в силу там, специфики, допустим, то же самое Жанаузень, да, там добыча нефти падает, а новых месторождений нету, да.
Соответственно, надо как-то делать, ну, смотреть на будущее, да, ну, что правительство, в принципе, делает, да, там, как дальше трудоустраивать, да, население, которое там живет, да, потому что там население большое достаточно, да, в одночасье всех перевести там тоже не получится, да. Вот, соответственно, можно сделать некий энергетический хаб, допустим, да, как идейно, как вариант, да. На этом месте ставить, допустим, тот же самый гигаватт мощностей, да, это может быть другой там абсолютно проект, но он должен быть там связан с тем же самым зеленым водородом, допустим, да, потому что там есть Каспий, в принципе, рядом, да, вода, потому что должен большой источник воды, да. Плюс это же на самом деле развитие территории, да, там на самом деле там больше ничего нету, а тут будет дополнительные рабочие места появятся. Плюс понятно, что нету связи там энергосистем, да, там запад, центр Казахстана. Но это тоже все на перспективу. Тоже прорабатывать. Тоже можно, да, на перспективу сделать. И это, в принципе, как один из вариантов просто освоения территории даже, которые просто пустуют сейчас. Да. Ну, как раз я до этого, который отметил, мы же как раз таки сейчас прорабатываем же создание региональной зоны ВИА. И в рамках этого, вот как Ерлан отметил, все вот эти вопросы мы туда это сейчас рассматриваем. И одна площадка как минимум 200-мегаваттная будет. И там, возможно, и ветер будет, ну, гибридные, получается, решения. И в дальнейшем, вот если сейчас же прорабатывается же это соединение Запада с центральной энергосистемой. Да, да. Тогда вот эти вопросы тоже там в этих областях, например, Атырау, потом вот Кызылорда, если там через этих областях соединение будет, рядом мы всегда можем сопровождать ветровыми и солнечными станциями, ну, в зависимости от этого потенциала, получается. И думаю, что в дальнейшем мы получим некую генерацию именно по ВИА, которая они самостоятельно сами себя могут маневрировать и балансировать. Вот говоря о планах, да, Абай, вот в этом году вы уже сказали, сколько, 1300, да, планируете? Или у вас уже 1300 законтрактовано? Да? Законтрактованных. РФЦ законтрактовал 1300 мегаватт, да? А вообще вот в этом году сколько вы планируете? Вот в 2022 году сколько уже? До половины года, ну, завтра уже. Мы на 22 год, когда вот планировали, мы планировали 10 объектов с суммарной мощностью 290 мегаватт. Но сейчас по факту мы реализовали уже 4 объекта, но до конца года вот эта цифра уже у нас актуализируется, и мы уже 400 мегаватт будем запускать до конца года. Получается, на увеличение идет. Хорошо. Это опять же пройдет в рамках аукционов или это предыдущие года аукционов, результаты предыдущих здесь годов? Не только аукционы, здесь и аукционы, и фиксированные тарифы, которые через расчетно-финансовый центр будет реализовываться. Помимо этого сейчас с учетом экологической повестки, да, сейчас весь мир же переходит на возобновляемые источники энергии. И те вопросы, которые сейчас хотят Евросоюз, там, по-моему, углеродные, в связи с этим наши все промышленные предприятия, нефтяные компании, вот, например, ERG, Казахмаз, Эйни, Тоталь, Казмунайгаз, они все у себя сейчас приняли документ. Климатические амбиции, да, будем стратегию. говорить, да. И в рамках него они тоже сейчас хотят реализовать проекты ВИА. Уже Казахмаз одну уже реализовал 50 мегаватт солнечной. Они идут в рамках двухсторонних контрактов. Они, получается, господдержку через линию РФЦ для них, в принципе, уже не нужно. Да. Они самостоятельно сами делают проект ВИА и сами же потребляют. Ну, на собственную генерацию будем говорить. Вот хороший вопрос, между прочим, вот крупные предприятия, да, то есть я сейчас вернусь обратно к вопросу аукционов, Ерлан. Я вот как бы тоже занимаюсь вопросами парниковых газов. Мы знаем, да, что Казахстан к 2060 году принял на себя обязательство стать углеродонейтральным. К 2030 году мы должны обеспечить до минус 15% выбросов СО2. И на самом деле один из инструментов – это вот система квотирования, офсетные единицы, да, так называемые углеродные единицы. И вот объекты ВИА на самом деле, да, 137 объектов, они же являются потенциальными игроками углеродного рынка. И вот я как бы знаю, что у нас там только 6 внутренних проектов было, и 4 из них это ВИА-объекты. Но вот опять же, да, там небольшой мощности. Вот в этом направлении вот что можете сказать? У нас же есть потенциал или все-таки мы ошибаемся, там не такой большой потенциал? Выбросы Казахстана, если не ошибаюсь, где-то в районе 350-380 миллионов тонн СО2 в год. Это вот последний. Да, вы правильно подметили, Жаслык. На самом деле у нас есть цель по Парижскому соглашению, да? Безусловно, цель, которую мы должны достичь к 30 году, это сокращение выбросов 15% от уровня 90-го года. На текущий момент мы этот уровень уже превысили, кстати сказать, по результатам, по-моему, прошлого года, если я не ошибаюсь. Ну или превысили, или он на уровне стал там 90-го года.
Вот здесь объекты VIA и вообще, в смысле, технологии VIA, они играют, ну, одну из первых, получается, ролей, да, наряду с энергоэффективностью. И сокращенные выбросы СО2, так называемые офсетные единицы, их можно и нужно использовать от объекта VIA. Единственный момент, что как таковая система торговли выбросов в Казахстане, она сейчас не работает, ну, в силу разных причин там, да. Вот, нету так называемой потребности в этих сокращенных единицах. Соответственно, ну, мне, допустим, как собственнику объекта VIA, да, мне нет смысла делать там какие-то проекты разрабатывать, потому что это, во-первых, затратно, во-вторых, это нужно делать, ну, каждый год, подтверждать это все, валидировать, да, верифицировать. Это тоже требует и времени, в принципе, и денег, средств на это все. Поэтому здесь как бы экономического такого сигнала нет от рынка. Как только этот сигнал появится, опять же, на мой взгляд, все объекты VIA пойдут и будут делать эти проекты сокращенных выбросов, да, так называемые офсетные проекты. Почему? Потому что дополнительная, на самом деле, доходность объекта VIA, проекта VIA. Несмотря на то, что, допустим, у них есть контракт, допустим, с РФЦ, либо там двусторонний контракт, да, это будет дополнительной доходностью, да, просто объекта VIA. Там солнечной генерации или ветровой генерации. Вот сколько может быть это дополнительный доход? Сколько у нас вообще? То есть есть какие-то расчеты, оценки, сколько вот 137 объектов наших могут дать? Потенциально это можно посчитать в CO2, да, в миллионах тонн, да. Ну вот ту выработку, которая сейчас у нас есть, которая проходит через РФЦ, по контрактам через РФЦ, да, это там 4,2 миллиарда киловатт-часов. Соответственно, при коэффициенте, ну, практически единица, там 0,98, да, коэффициент, так называемый эмиссионный фактор сети, получается 4 миллиона 200 тысяч тонн, грубо говоря, мы можем возместить, да, То есть крупные CO2. предприятия могут купить порядка 4 миллионов. Если все объекты, 100% все объекты начнут делать эти проекты. Верификацию, валидацию и так далее. В соответствии с процедурами МРВ, так называемой. Ну, в соответствии с рамочной конвенцией по изменению климата ООН. Я думаю, к 30 году еще гигаваттов 5 добавится, и поэтому будет более на самом деле там, да, амбициозно идти. Нет, только спроса нет. Чтобы спрос создать, да, опять же, да, будем возвращаться к системе торговли выбросами, да, но там опять же идет вопрос там запрещать или бесплатно раздавать, или раздавать методом там аукционов, да, как в Европе делается определенный лимит. Но ладно, это уже вопрос по парниковым газам. У нас по этому вопросу будет отдельный выпуск. Я думаю, мы там это тоже сможем обсудить. Вот. Хотел вернуться к вопросу аукционов. В этом году аукционы вообще планируются, и если я не ошибаюсь, их не было пока. Когда они планируются, қашан жоспарлап отырсыздар өздеріңіз, жылдың соңында ма, и қанша қуат ойға береміз деп отырсыздар? Биыл әрине аукцион өткіземіз. Аукционды өткізбес бұрын бізде яғни график аукционов утверждать ету керекпіз. Осы алдағы шілде айында аталған кестені бекітіп, қараша, желтоқсан айларында аукцион болады. Егер жалпы қуатын айтатын болсақ, кемінде 500 мегаваттқа өткіземіз. Олар жаңағы жел, күн, био және су электр станцияларына бөлінген. Бұрынғы аукциондарға соңғы 2 жылда біз 250 мегаваттан өткізіп тұрдық, биыл оны өсіріп жатырмыз. Вот бүгінгі күні аукциондардың ең төмен бағасы қанша болып тұр? Күн, жел, су? Ең бірінші, яғни стартовый ценаны айтатын болсақ, бұрынғымен салыстырғанда аукцион біз 2018-ден бастап көштік қой. 2018-де тарифтер күн станциясы 34 теңге болатын болса, қазіргі аукцион бойынша ең төменгі тариф 12,49. Желді алатын болсақ, 18 жылға дейін 22-де 68 болатын болса тариф, қазір ең төменгі тариф 14 теңге, 14-те 0,8 теңге. Су электр станциясын алатын болсақ, 16 теңгеде шамамен болған болса, ең төменгі баға аукционнан алған 12 теңге. Біздің министрліктің және де үкіметтің негізгі мақсаты аталған тарифтерді одан ары қарай төмендету. Бұның екі түрлі себебі бар. Бірінші жаңағы қосымша қолдау шаралары арқылы, екіншісі технологиялардың дүние жүзінде арзандауы. Солардың арқасында және де жаңағы егер бәсекелестікті арттыратын болсақ, түбінде төмен тариф алатын боламыз. Осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Вот этот тариф 12,47 тенге, который вот Абай сказал,
Это был тариф, сделан на проект на аукцион, так называемый. Вот я хотел, кстати, вот сказать, сейчас вот это практикуется, проект на аукцион, или вот один раз ПРООН сделал и больше... Не, это- вот ПРООН, который сделал, это был самым уникальным проектом, 50 мегаватт, вот Шаульдере, там полностью они пакет документов готовили, и инвесторы, приходя в аукцион, они, получается, все эти документы, исходные данные... Алдында там, бәрі болды дейсіз ғой. алдында бәрі болды, и оларға ешқандай қиындық туғызбады да. И келді да, и аукционға сол кезде Ең төмен бағаны объем беріп кетті. спроса предложениядан жетесіме асып кетті. Участниктер өте көп болды, 23 участник. Ойлаңыз, и соңында жаңағы нефтяной компания, вот Эни ұтып алды жаңағы 12-ден. Қазір олар салып жатыр сол немен. И осының есебінен біз осы практиканы жалғастырып жатырмыз. Одан кейін де 2 аукцион өткіздік. Қазір енді ЭБРРмен бірге 50 мегаватт, 100 мегаваттқа ветровой станция бойынша осындай именно проектный аукцион жасап жатырмыз. Проектный аукцион жасаған нәтижесінде тарифтердің кәдімгі жай аукционға қарағанда арасында тарифпен айырмашылығы бар, төмен болады екен. Ну, ол техникалық көмек ретінде береді, иә? ПРООН, ЕБРР техникалық көмек ретінде көрсетеді министрлікке, одан кейін аукционға шығарасыздар сіздер. Как бы, возвращаясь к вопросу маломасштабных ВИ, я хотел один вопрос задать. Вот количество домохозяйств в Казахстане порядка 5 миллионов. Ну, как бы есть методика тоже, да, там, что в Казахстане в среднем в каждой семье там живет 3,2 человека, и там из логики, там, из этой методики там 5 миллионов домохозяйств. Понятно, что дело, что там квартира тоже считается домохозяйством, согласно методике. Мы говорим о частных домах, там, земельными участками, да, со своей отдельной инфраструктурой, коттедж и так далее. Я не знаю точное количество этих объектов, но их тоже немало, да, на самом деле. Вот, к сожалению, там, конечно, бывают там случаи, когда вот в Чимкенте было года несколько лет назад, да, когда вот из-за неисправности системы, ну не будем говорить системы отопления, из-за неисправности простых печей, да, советских печей, да, приводили к определенным последствиям. И на самом деле, государство же может разработать такую системную программу, которая могла бы поменять именно вот отопление и водоснабжение вот таких старых домов на возобновляемые источники энергии. Понятное дело, что там это нужно с акцентом сделать на угольные регионы, да, там, где газ есть, там явно ВИЭ не будет составлять ему конкуренцию, но там, где есть печное отопление на твердом топливе, я думаю, это было бы эффективно вот в этой точке зрения. Да, Жаслык, абсолютно соглашусь, что здесь на самом деле можно сделать и нужно сделать некую, может быть, и не то, что программу, а там подпрограмму, да, потому что, ну, у нас есть субсидии для домохозяйств, да, которые выплачиваются на уровне регионов, да, в части вот отопления, допустим, да, помощи на оплату коммунальных этих затрат. Вот, и здесь момент, ну, безопасности, он такой, у нас вот, вы говорите, чемкенский случай, а здесь в Астане, в Нур-Султане был случай такой, да, самый такой известный, да? Но там больше как бы вот по электроэнергетике там, ну, больше так. Здесь момент такой, здесь видите, то, что я уже говорил, что не все дома индивидуальные, да, можно, допустим, перевести на технологию ВИ. Почему? Потому что дом должен быть тоже, скажем так, более энергоэффективный, да, потому что происходят большие потери тепла. И, соответственно, технология ВИ, она не может, допустим, заместить ту же самую угольную печь там, до 100%. Но можно использовать там, комбинацию технологий, да, допустим, солнечный коллектор и там, тепловой насос, да, при наличии там, ресурсов. Да, потому что тепловой насос – это достаточно дорогая технология. Там нужно сделать соответствующие мероприятия, проводить бурение, допустим, проводить, да, чтобы он работал в круглогодичном режиме. Да. Но опять же, если есть там те же самые ресурсы в виде там, виде геотермальной воды, да, то же самое рысь там, да, или шаульдер, там можно абсолютно спокойно ставить тепловые насосы. Причем их можно ставить не просто на один там, дом, да, а объединять их в групповую, допустим, да, какую-то групповую схему, допустим, да, несколько домов. Понятно, что это затраты там, на инфраструктуру, да, потому что нужно там, проводить отопление и так далее, да, но тем не менее это можно сделать, в принципе. Это все, в принципе, считается на самом деле. И вот я знаю точно, по Шаульдеру там некоторые здания отапливаются дизельным топливом просто-напросто. Ну, это, грубо говоря, как говорил Рокфеллер, да, там, топить нефтью, да, это то, что все равно, что там сжигать доллары, да, грубо говоря. Потому что дизельное топливо, оно дорогое достаточно. И имея такой ресурс, все равно ставят дизельные котлы. Я, на самом деле,
Это, кстати, вот второй, может быть, такой большой момент, что это, или, может быть, даже первый, да, что осведомленность и населения, и бизнеса, там, малого среднего бизнеса, да, что можно и нужно использовать технологии, да? Может быть, здесь не вопрос о осведомленности, а может быть, в сложности всех процедур, вот тот же там нетто-потребитель, да, может быть, процедуры очень сложные, что людям просто реально... Или как бы мы привыкли всегда пользоваться тем, к чему мы доверяем, а к этим объектам, к сожалению, у нас какого-то вот стабильного доверия нету. жоқ мен қосымша айтып кете салайыншы, біз енді еліміздің аумағы үлкен ғой, 9-шы орынбызда дүние жүзінде. Бұрыннан қарайтын болсақ тарихпен біздің халық қандай болған, көшпелі да, енді мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, жаңа қыста қыстауда деген сияқты, жазда жаздауда. И исторически сондай болғаннан кейін бізде жаңағы жер үлкен болғаннан кейін әрқайсысы әр жерден істеген да, и кейбір ауылдар бар 20-18 үйден тұрады. Жаңағы сіз айтқандағыдай 100-200 километрден линия тартылған жерлер бар да, ондай практикада көрдік қой. И сол себепті жаңағы жаңартылатын энергия көздерге енді келіп жатырық ше. Оған енді тоқтау болған себептері, біршама себептері бар да. Ең бастысы бізде электроэнергия басқа елдермен, жаңа Европаны айтып жатырмыз, Японияны айтып жатырмыз, что олардың каждый үйінде солнечный нелер бар, жаңағы малый виялар дамыған деп. Оларда енді былайша айтқанда тарифный политика, оларда қымбат. А бізде тұтынушыларға тариф өте арзан деп айтсақ болады ше. Қазір бүкіл дүние жүзін қарастыратын болсақ, соның ішінде ең төмен жаңағы электроэнергияға баға бізде де бар ғой. Солтүстікте 10-15 теңге төлейтін болсақ, бір тұтынушы да 1 киловаттқа, оңтүстікте жаңағы 20-дан жоғары ше. И қазір практикада қарайтын болсақ, жаңағыдай малый виялар оңтүстікте көбірек дамып жатыр ше. Мысалы, тоже бағанағы сіз айтқандағыдай, мен мысалы ауылға барып біреуін соғатын болсам, көршім көреді, сол да соғады, и солай тарайды деген сияқты. Қазір мысалы үлкен проектілер, жаңартылатын энергия көздері бүкіл облыстарда бар. Екі-ақ облыста жоқ, бірақ бүкіл жерінде бар. И қай жерге барсаң да қазір халық біледі. Күн станциясы не екенін біледі. Самый, наверное, последний вопрос у меня, Ерлан, к вам будет. Вот, говорили о том, что мы стимулируем. Мы все время сейчас говорим о стимулируем, стимулировать надо и так далее. Может быть, нужно запрещать? Здесь, я думаю, что это такой философский, на самом деле, вопрос. Потому что запрещать... Ну, можно, на самом деле, все запретить, да? Там, запретить, там, строить, там, не знаю, выше 5 этажей, допустим, да? Или запретить строить, там, не используя солнечную станцию, солнечные панели на крыше, допустим. Здесь какой-то должен быть, на мой взгляд, опять же, рациональный подход. Но технологии ВИИ, энергоэффективности, они должны быть внедрены на самом деле. Они должны быть сейчас уже внедрены в гражданское строительство. Допустим, строится какое-то здание, оно должно быть энергоэффективное. Иначе мы просто строим, не знаю, какое-то там здание, которое будет на протяжении, оно будет эксплуатироваться же не 1 год, оно там будет 50 лет эксплуатироваться, да, там. А за эти 50 лет оно там израсходует столько энергии, да, сколько, допустим, можно потратить на 3 там, или 5 зданий, да, которые энергоэффективны. То есть здесь должен быть такой, на мой взгляд, некий, что называется, shift, да, shift paradigm по-английски, а это изменение сознания, да, грубо говоря, что мы не должны там, ну, в смысле, жить там здесь сейчас, мы должны смотреть на перспективу, да, потому что опять же, вы правильно затронули вопрос об экологии, да, потому что, ну, понятно, чтобы отопить здание, там нужно сжечь какое-то там топливо, либо просто использовать технологию ВИЭ, да, там, либо сделать это здание, допустим, там, что называется, углеродонейтральным, да, изначально. Это будет дорого стоить, да, сразу, да, там, проинвестировать, но там за 20 лет, за 30 лет оно окупится. Понятно, что срок 20 лет, допустим, может быть сейчас неприемлем, да, но здание эксплуатируется на 50 лет. Ну вот, я не знаю, пример, на самом деле, Узбекистана, он такой хороший. Там с 25-го или 26-го года запрещено, ну, в смысле, не то, что запрещено, там необходимо ставить солнечные панели, тех же самых, да, на зданиях. В Евросоюзе, кстати, с 27-го года будет, уже внедрили, там, приняли директиву, что на зданиях, нежилых зданиях нужно будет ставить технологии ВИА в обязательном порядке, да. Здесь мы можем, на самом деле, ну, по крайней мере, опять же, на мой взгляд, скажу, что те здания, которые строятся, допустим, по государственному заказу, да, в рамках там тендеров, да, государственных там, закупок, да, там можно, на самом деле, мне кажется, применить такую в обязательном порядке, ставить, допустим, технологии ВИА, да, использовать, да. В общем, вы хотите, чтобы государство начало с себя? Государство должно показать пример просто. Оно должно задать некий тон для рынка, да, и тогда уже частные инвесторы, там, девелоперы, строители, застройщики, да, это крупные застройщики, которые строят жилье,
они уже просто будут смотреть на примеры и делать, в принципе, то же самое. Да? Просто такое, что заставлять или не заставлять, это философски. С одной стороны, как бы, если мы говорим о рынке, то, наверное, нет смысла заставлять. Да? Рынок должен сам, на самом деле, созреть и к этому прийти, что мы, допустим, без солнечных панелей, допустим, дома уже не строим, да, потому что нам, допустим, не дают там мощности подключаться, да, их просто нет, допустим, да. Иначе мы как запитаем дом, допустим, да, чтобы свет лампочка горела, допустим. Вот здесь какой-то такой, может быть, гибкий должен быть подход, но государство, мне кажется, должно все-таки начать с себя все равно. Именно с точки зрения запретов, да. Если, допустим, государство говорит, что мы строим там здания, те же самые садики, допустим, школу, да, мы все, допустим, с этого или со следующего года принимаем там некое, не знаю, постановление, там, закон, да, что все здания должны быть класса энергоэффективности А, да, высокого класса энергоэффективности. Потому что, в конце концов, это же наша собственность, государственная собственность, мы за нее платим потом коммунальные платежи, да. Это, кстати, тоже никто не считает, да, сколько государство заплатило там за эксплуатацию этого здания, да, конкретно построенного. За 10, за 15 лет. Может быть, этот платеж, он равен этому зданию, на самом деле. С точки зрения энергии это считается, но с точки зрения общего обслуживания, конечно, нет. Ну, не Да. Как раз здесь я хотел отметить, для сведения, да, правительство в лице Министерства индустрии, да, сейчас уже на стадии утверждения приказа, да, где они обязуют все новые строительства, которые привлекаются за счет госбюджета, да, они все в первую очередь должны быть энергоэффективными, в вторую очередь у него энергоснабжение должно быть часть из альтернативных источников энергии. Они вот так прописали, и в принципе уже первые шаги есть. Вот здесь вот мы начали говорить о теме энергоэффективности. Вот маркировка энергоэффективности, да, на самом деле она же законодательно закреплена, и форма маркировки утверждена, но просто на самом деле ни в одном жилом доме я не увидел, или там госучреждений, я не увидел эту форму маркировки. Она формата А4 на самом деле там. Ну, кстати, в зарубежных странах мы недавно изучали, там, допустим, в Лондоне уже рядом с классом маркировки пишут уровень выбросов СО2 от этого здания. Понятно, что это методика, да, грубо говоря, но то есть на самом деле уже то есть, там считают не только там маркировку по теплопотреблению, потому что класс энергоэффективности – это только теплопотребление, да, а еще и считают там уровень выбросов СО2, который, в свою очередь, ну, как бы, на самом деле сложно, потому что нужно понять, откуда электроэнергия, откуда теплоэнергия, ГВС, там сколько тоже выбросов СО2 идет. Там, я не думаю, что они до уровня строительных материалов это еще опустились, но как минимум на уровне эксплуатации здания это тоже есть. Вот здесь я, наверное, я больше сторонник того, чтобы вот такие системы маркировки, они же законодательно закреплены, просто их нужно где-то вытащить со шкафов и там закрепить на общедоступных местах, в подъезде, в лифте. Но в целом, я думаю, мы хорошо поговорили сегодня по вопросам возобновляемых источников энергии. Да. Еще раз, 4 июля 2009 года, да, был подписан и принят закон о возобновляемых источниках энергии, поэтому первый выпуск нашей программы Green Talks мы решили именно посвятить вопросам возобновляемых источников энергии, потому что в 2020 году Казахстан выполнил свои обязательства, да, поэтому вас хотел поблагодарить сегодня, что смогли найти время, да, прийти, обсудить эти вопросы, и еще раз, да, 13 лет прошло с момента принятия закона, 20 пакетов поправок. Я думаю, что за ближайшие 13 лет 20 поправок точно не надо, но как минимум нужно будет наладить систему, совершенствовать систему и дальше, с акцентом все-таки на домашнее хозяйство, потому что это вот один из таких основных источников. Мы видим, мы объективно видим, что крупные источники ВИ, они систематизированы, и они просто будут пожинать плоды, да, вот этой работы 13-летней. И всей команде министерства и бывшим и действующим сотрудникам большое спасибо за такой плодотворный труд, и экспертам различных организаций, международных организаций, которые помогают Казахстану в этом направлении. Вам большое спасибо. Спасибо.